начала третьего тысячелетия осталось всего каких-нибудь 2 года, а между тем в одном из отдаленных уголков нашей губернии до сих пор существуют языческие жертвоприношения. Сильная засуха, поразившая поля губернии, вызвала к жизни то, что казалось давно ушедшим и забытым – древние языческие обряды. В северных районах, где живет много чувашей, в некоторых селах еще есть настоящие язычники. Мольбы о дожде и спасении урожая из века в век звучали на чувашском языке в надежде на помощь сил природы, каждая из которых воплощалась в определенном божестве. Лето этого года заставило вспомнить чувашей о своей древней вере. Язычники из 3 районов – Шанталинского, Челновершинского и Клявлинского – съехались в окрестности села Старая Афонькино. Именно здесь, еще в прошлом веке, находилась священная роща, в которой совершались языческие обряды. До революции сюда съезжались на моления язычники даже из других губерний. Рощу давно вырубили, а память осталась. Приехали не только старики, и молодежь, и даже официальные лица уважили обычаи предков. Для меня обряд удюк – это традиционное уважение богов, уважение предков. Человечество, когда зарождалось, она на земле была первая вера, вера язычества. Она была частично, искажали его, и неправильно преподавали, но гонений на язычество в одно время немного было, но все-таки же в наших местностях эта традиция осталась. Когда трудно становится человечеству, засуха, суховеяние, дождей нет, тогда 3-4 года раз это проводится жертвоприношение, это быка, овечку, баранчика, гуся, утку, по разным богам вот это идет молитва. Вот это вот. В этот раз узюк или чук проводился с соблюдением всех возможных правил. Селяне ходили из дома в дом, собирали крупу, соль, масло и яйца для приготовления ритуальных кушаний. Только бычка в этот раз не покупали всем миром. Его принесли в дар местные власти. Перед молением его и еще 4 животных сначала поливали водой, проводя обряд очищения. Затем закалывали, а мясо отваривали. Получалось кушанье шурпе. Всем этим традиционно занимались мужчины. Из остальных продуктов женщины варили пшеную кашу, заправляя ее маслом, яйцами и солью. Но это только часть обряда. Главное же заключалось в самом молении. Главный в этом обряде – мачавр, пожилой мужчина, который проводит моление, знает тайные слова, которые смогут услышать высшие силы. Ему помогает чистая дева, женщина, которая никогда не была замужем, причем ее возраст значения не имеет. Они совершают обряд, который 100, и 200, и 300 лет назад давал земледельцам-чувашам надежду на спасение урожая от засухи. Слова молитвы даже в переводе звучат величественно. «Быка тебе приносим, Тура, помилуй. Молимся за народ, за урожай, от нечистых сил, от бедствий, от пожара, от бед, от врагов, ненавидящих нас, сбереги. Пусть женщины наши будут беременны, у скотины нашей пусть будет приплод. 3 вида животных по 4 сторонам света пусть вольно гуляют. 7 видов зерна в поле, из одного зернышка пусть будет 1000 зерен. Разбросанное ладонью дай собрать охапкой. Стебли пусть будут как камыш, зернышки будут как горох. К ветке пусть прирастает ветка, к стволу ствол. Пусть сможем всегда накормить голодных, обогреть замерзших. Все от тебя, Всевышний.
возьми наши дары. После моления все собравшиеся приступают к трапезе. А как же? Все это надо съесть, чтобы окончательно умилостивить многочисленных языческих богов. А потом начинаются и песни, и пляски. Местные артисты исполняют национальные танцы, посвященные именно этому празднику. Впрочем, здесь каждый веселится, как умеет. Ну а дождь, он все-таки пойдет, рано или поздно.